Готов, боец? Первый раунд. Так, ну что ж. Наверное, даже не знаю, такой эмоциональный накал немножко остался от предыдущей схватки. Сейчас у Рыгак есть возможность выдохнуть. Есть хорошее попадание стороны Хасана Бисултанова. Ой, слушайте, какой тоннаж ударов. Очень плотно сейчас, конечно, попал в корпус. Рефери делает предупреждение о том, чтобы аккуратнее работали, без пальцев, чтобы не попадали, соответственно, в глаза. Есть хорошо, сейчас зашел за спину. Очень бурное начало поединка. Ну, видно, заряжен только на победу Хасан. И действительно, как бы, старается этому соответствовать во всем. И в ударах, и в борьбе. Показывает, что ни единого шанса ни в чем не даст. Пока в целом почти соответствует. Ну, представитель Таджикистана тоже показывает, что не приехал сюда отбывать номер, а готов драться. Ну, Хасан вообще, для него это привычная манера ведения боя. Он всегда действует очень агрессивно. Ну и, честно говоря, у него получается. Потому что у многих спортсменов, которые пытаются так работать, выходит в итоге печально, а у него нет. По крайней мере, пока его рекорд говорит о том, что да, все нормально. Это работает. Ну и знаете, вот глядя на возраст и рекорды обоих спортсменов, хочется отметить, насколько они активны. Вот 20, если Шерзади-то и вовсе всего 19 и уже 6 профессиональных боев. Да, это серьезно. И, честно говоря, еще недавно это было совершенно невозможно. Это вот все-таки время, которое для нашего спорта принесло возможность. Вот этих возможностей раньше не было. Ну, а для таких молодых спортсменов, конечно, это в первую очередь это как раз возможности, подаренные Лигой Исей Young Eagles. Да, есть Young Eagles. Ну, знаете, вот мне хотелось бы отметить также еще один киргизстанский, азиатский промоушен, ВЭФ. Там тоже очень многие молодые ребята получают возможность проявить себя, и многие выходцы из этой организации впоследствии попадают в том числе и в ICA. Ну, с пониманием, да, то есть так вот, если брать еще наши какие-то соседние страны, наберется еще несколько промоушенов, но лидерство Лиги ACA и Young Eagles, да, как селекционного турнира, все-таки оно безусловно. Здесь масштабы покрупнее, конечно, здесь. Ну и, конечно, хочется поблагодарить людей, которые все это делают. А чего ж там, давайте благодарить. Давайте поблагодарим, да, действительно, и за этот труд, и за эти инвестиции, которые, я надеюсь, ну, для нас, как для любителей спорта, вернутся. Безусловно, вот сейчас уже возвращаются в виде новых звезд, новых спортсменов. Ну и для организаторов, пускай они принесут как минимум душевное удовлетворение. Ну вот сейчас был эпизод, когда несколько очень хороших лоу-киков пробил Шерзади Садулло, и при этом в голову несколько раз в свою очередь попал Хасан Бисултанов. Чуть потек нос у таджикского спортсмена, но вот чувствуется, он тоже подразозлился и готов принять вот эту жесткую манеру работы, тоже хочет драться. То есть если для начала он хотел как-то, может быть, еще обойти, сейчас понял, что нет, жесткость в этом поединке — это неизбежность. И, ну что делать? Значит, говорит, буду принимать. По крайней мере, это можно сказать из того, что вот мы видим по ходу поединка, из того, что можно назвать языком тела.
проход ноги и успешный. Не получилось даже прихватить на гильотину Шахзаде Садулову. Несколько пытается обескураживать своего оппонента такой агрессией Хасан Бисултанов. Ну и в целом получается. Хороший локоть от Бисултанова. Ну, видно, что чуть более разносторонний, да, Хасан Бисултанов боец. Да, несколько больше он готов в этом плане. Может быть, даже чисто физически есть такое подозрение. Ну и при этом, что хочется отметить, то есть у него нет каких-то таких потухших глаз. Так, ну, будет пытаться Хасан Бисултанов продавливать в своей агрессивной манере. Кстати, здорово так меняет стойки тоже. Ну и, кстати, вот Шахзаде Садулов тоже, мы видим, пытается это делать. Смотрите, фронт-кик какой от Бисултанова. Ну, сейчас это уже скользко, потому что уже мокрые соперники. Фронт-кик слетает с груди, с живота. Без травмы. Жесткая такая манера, она часто обрекает на травму. Попадешь, например, в колено куда-нибудь. Ну, лоу-кики, посмотрите, у Садулова очень плотно, очень хлесткие такие. Он уже 2 раза вот своими лоу-киками сбил с ног Бисултанова. Причем он в нужный момент бьет, так высекает. Ну, а вот защиты чуть-чуть не хватает все-таки. Ну да, и вроде бы только он согласился на то, чтобы порубиться, а тут его переводят. Как так? То есть я думаю, что тут еще вот этот вот эффект. Ну и давайте вот посмотрим на статистику предыдущего раунда. В общем-то, она вся на стороне Хасана Бисултанова. Со стороны ударов, со стороны переводов и со стороны контроля. Знаете, Маршал, вот появилась статистика, она сейчас чуть более прозрачной, да, становится. Ну, легче оценивать, наверное, стороннему зрителю, как проходит поединок. И с одной стороны это хорошо, с другой стороны это какие-то дополнительные споры может вызывать. Потому что вот согласно статистике было вот так, а судьи почему-то по-другому посчитали, да, если каких-то таких близких поединков. Ну да, всегда и все-таки, наверное, останется простым правилом, то, что хочешь побеждать безоговорочно, побеждай досрочно. Но, тем не менее, вот когда вот по ходу поединка нам вот приходит такая статистика, такая дополнительная информация, это говорит уже о статусе, об уровне. Посмотрите, вроде бы мы говорим о турнире там, селекционном, да, младшая лига и все. А вот ну, оказывается, уже технологии, что она старше, да, среди очень большого количества лиг. И сюда стремятся, и сюда хотят попасть. Ну, это здорово, на самом деле. Я часто какие-то аналогии с футболом привожу, но вот если брать трансляцию футбольную, там и вообще, в принципе, очень много подсчетов каких-то статистических ведется там по поводу передвижения игроков, кто сколько пробегает, там, кто как бьет, какими частями тела, единоборств. Очень-очень много. И я думаю, со временем к этому придет и ММА, потому что этот спорт развивается, и вот такие вот подсчеты, они тоже будут вестись, и это дополнительный плюс для работы, плюс для работы комментаторов, ну и вообще, в принципе, для зрителей, потому что бойца можно будет по разным компонентам оценивать. Ну и драться вместо бойцов, вероятно, чуть позже начнут уже роботы. Не, ну тогда этот спорт одно в этом во всем очень сильно радует. Вот что, а комментаторы точно останутся люди. Да, здесь дают нам спортсмены немножко порассуждать на отвлеченные темы. Почему? Ну, потому что особенно ничего такого важного не происходит. Ну, профессионалы и сами видят всю картинку и сложность момента, возможные какие-то нюансы того, что может быть, чего не может быть. Ну, а для просто людей, которых можно назвать теоретически обывателями, наверное, особенно интересного в этом эпизоде ничего нет. Мы же в целом можем, наверное, наслаждаться тем, что, знаете как,
когда ты немножко уже понимаешь, что какая игра возможна, всегда интересно понаблюдать, а может быть он сейчас вот сюда переход сделает, а если нет. И вот эта вот гадательная составляющая, она, честно говоря, вот именно профессионалам доставит большое удовольствие. Лично мне всегда интересно смотреть, а вот что соперник сможет сделать вот здесь, а что вот здесь, а что если вот этим воспользоваться. И здесь достаточно динамично все-таки работают спортсмены, и пускай большинство попыток обрывается, но эти попытки постоянно есть. Поэтому лично меня поединок очень радует. Ну и мы констатируем, что в этом раунде практически полностью доминирует Бессултанов. В стойке, если была там более-менее равная работа, то переводы, они сыграли свою роль. Бессултанов и перевел, удержал. Ну что ж, обняли спортсмены. Уважение, традиционная составляющая тренировки Сия Кыгалса. Отличный апперкот. Слушайте, прям хорошо так зашел. Так подсел и с правой, соответственно, зарядил. Удачно. Ну, правда, то ли вес такой, то ли еще что-то. Все-таки Шерзади, Саддуло, как будто ничего из пропущенных ударов не чувствует. Да, и сейчас вот тычок глазного не специально, понятно, да, так получилось. Да. Я, честно говоря, в нашей лиге не встречал предумышленных каких-то ударов таких. По крайней мере, никогда не было ощущения, что сейчас это сделано специально. Ну, я думаю, сейчас придет в себя, будем надеяться, по крайней мере, Хасан Бессултанов. Совсем недавно такой эпизод был, когда одному бойцу попали в глаз, и в итоге этот поединок не был продолжен. Да, да, к сожалению. Кстати, тогда этот поединок также обслуживал Шоташигян. Это было у него на родине в Сочи. Давайте не будем его винить в происходящем. Это будет. У нас никаких претензий к Шоташигяну нет. Но зато есть благодарности за многолетний труд и верность спорту. И, кстати, он недавно, да, так относительно показал, что он по-прежнему в хорошей форме. Ох. Помним мы этот конфликтный момент, по-моему, в Черкесске, где на судью решили прыгнуть, и зря. Да, ну, видимо, не все смотрели, не все молодые, да, ребята смотрели те бои, те программы, где рассказывали о Шоте, о Шугяне. Да. Ну, давайте, соответственно, попробуем рассудить, что может быть. В принципе, теоретически может быть бой остановлен. Ну, вроде Бессултан говорит, нормально, я вижу. Говорит, могу продолжать. Может быть, бой признан несостоявшимся. Если я не ошибаюсь, когда уже переходит он за свой экватор, то нет. Там, по-моему, подсчет баллов идет, да? Да, но если ты не можешь продолжить поединок, то все останавливается. Ну да, и как бы выносится, по-моему, по тому, кто на этот момент лидировал в судейских записках. Вот такая формулировка. Ну все, будем считать, что ничего не было. Хотя, с другой стороны, посмотрим, насколько это повлияет на происходящее. Сейчас столкнулись под головами, по-моему, спортсмены. Хорошо, что вроде бы без каких-то больших повреждений. Хорошо Бессултанов встретил, с двойным джебом. Быстрая такая левая рука у него. Ну, крепкий, конечно, боец Шерзади Саддуло. Другой момент, что вот чем он конкретно здесь победить может. Здесь, казалось бы, упал и тут же пошел в ноги. И посмотрите... Возможно, отдал шею сейчас. Поддушающий, вполне себе, да, здесь можно задушить. Да. Сейчас уже реально очень плотный захват. Пытается скрутиться. Стучит, да. Постучал все-таки Шерзади Саддуло, и мы поздравляем. Редкое положение, обратите внимание, не в партере, не у стены, а просто в стойке посередине канваса. Молодец.
Молодец, отличная работа. Роковой оказалась попытка пройти в ноги для... Бой остановлен на первой минуте 40-й секунде третьего раунда. Удушающим приемом победу одержал Хасан Бисултанов. Грозный, Россия.